Так, да, мы в эфире, да? Ассаламу алейкум, приветствую всех, друзья. С вами снова я, Орти Аслан, Арцуев Аслан на канале Реалити. Приветствую вас. Сегодня у нас 13 марта 2022 года. И давайте пообщаемся. Так, Назар Финицкий к нам зашел. Приветствую, Назар. Так, друзья, война все сильнее и сильнее, ближе и ближе подходит к столице Украины. И ожидается, скорее всего, штурм Украины. И, конечно же, это повлечет за собой большие человеческие потери, к большому сожалению. Как когда-то говорил Джохар Дудаев, Украина и Россия схлестнутся на непримиримых. Вот на непримиримых позициях сегодня Украина и Россия схлестнулись. И, скорее всего, уже русские фашисты стоят в 30 километрах от Киева. Скорее всего, это в ближайшие недели, наверное, будет штурм. Может, раньше. Задавайте ваши вопросы, я постараюсь на них в силу своих возможностей ответить. Ассаламу алейкум, Аслан. Ва алейкум салам, Рамзан. Здравствуйте, Назар. Вас я тоже приветствую. Всех гостей приветствую. Всех, кто зашел. Кто не зашел, мне кажется, тоже можно смотреть. Не заходя сюда, тоже можно, мне кажется, смотреть. Тоже приветствую. Но только тех, кто за Украину. Тот, кто не за Украину, тех не приветствую. Так. События развиваются очень стремительно. Так, всем привет с Украины, Львовская область. Приветствую, Назар. Приветствую. У нас очень много приезжает украинцев сюда, беженцев. Очень хорошо, радушно принимают. Вообще в этом смысле в этом смысле Германия одна из самых гостеприимных стран. Немцы очень, самое главное, они очень профессионально подходят к своему гостеприимству. У них все по правилам разложено, по полочкам все. И в этом смысле Германия очень такая хорошая страна для беженцев, для иммигрантов. И еще очень удобно сделали или делают, сейчас идет эта процедура, мне кажется, там нужно какие-то особые условия сделать для украинцев, чтобы сразу могли работать, даже без языка. Я знаю, очень много украинцев приезжает, устраивается на стройки, на другие работы, ну, где язык не требуется. И в этом плане очень хорошо зарабатывают. Но весь мир помогает Украине, и что это очень круто. Это очень круто. Что скажете о событиях ночи Ирак-Иран? Но я не знаю, насколько это достоверно. Я не знаю, насколько достоверно то, что Иран обстрелял посольство
Иран обстрелял посольство США в Ираке, да, вот так, по-моему, была информация. Я не знаю, насколько это достоверно. Я не думаю, что Ирану это сейчас нужно. С другой стороны, в Иране такие же диктаторские и сумасшедшие правители, как в России. Поэтому, конечно, возможно все, но я не думаю, что это самый умный выход из сложившейся ситуации. Просто у Ирана с Америкой, я, во-первых, не знаю, достоверно это или нет, что там было. Я видел просто кадры, где что-то куда-то, кого-то стреляли, какие-то взрывы раздавались. А так, я знаю, что Сулеймани, иранский генерал, нам известно, да, что Сулеймани был уничтожен американскими специалистами в Ираке. Иранский генерал был уничтожен в Ираке, вы это помните. После этого госсекретарь Майк Помпео тогда заявил, что такую же на встрече с студентами в одном из американских вузов, он заявил, что таким же способом будет действовать по отношению к Путину, к России и Китаю, по-моему, так было сказано. После этого Путин из бункера больше не вылезает. Или вылезает, но очень быстро заскакивает обратно. Поэтому не знаю. Но я знаю одно, что есть на этой земле абсолютное зло в лице фашистской России, а точнее, если взять Лубянки и Кремля. И вот этим товарищам сейчас очень нужно, чтобы мир запылал. Они будут делать все возможное. Будет нападение на США, будет нападение на Израиль, на союзника США на Ближнем Востоке. Будет провоцирование в других частях света. Поэтому Россия будет делать все, чтобы раскачать мир. И Путин просто так не уйдет. Путин не для того взрывал в 99 году дома, чтобы сейчас уйти вот так бесславно. Нет. Сперва он убьет очень много русских, которых пошлет на свои имперские войны. И затем сам сдохнет. Ну, конечно, и других людей тоже он будет убивать. Так было всегда, так было. Потому что, ну, некоторые русские, которые всего этого не знают или делают вид, что не знают. Вот то, что сейчас происходит с Украиной, я с 17 своих лет в полной мере испытываю на себе. Русская военная машина – это сатанинская машина, это дьявольская машина. Это беспринципная, без чести и совести, жестокая, коварная машина, управляемая КГБ, ФСБ. Вот все, что вы в голове себе можете представить, просто вообразить. И даже то, что вы не можете, ваша фантазия ограничивается, да, у нормального человека именно в жестокости нормального человека, она не может быть такой безграничной, как у Путина и у них. Вот у них это все уже реализовано. Вот то, что вы можете подумать, самое ужасное на этой земле. Вот ваша фантазия на этом ограничится, это они уже сделали. И то, что вы даже не можете себе представить, они это делают. Это зверье. Мы об этом много лет говорим. Это самые настоящие бешеные звери. Бешеные звери, которых нужно как можно быстрее локализовать, взять под контроль. И как когда-то это было в Германии над нацистами, гитлеровцами, так над путинистами должен произойти суд. Как над ССом был суд, то точно такой же суд должен быть над КГБ, ФСБ. И эти все мерзавцы и подонки должны быть привлечены к уголовной международной ответственности.
Ва алейкум ассалам, юзер и так далее. Мечтатель мне тут один пишет. Я был бы мечтателем, если бы я не знал, кто вы, понимаете? Если бы я не знал, кто вы, что вы из себя представляете. За все это время мы прекрасно выучили вас, мы знаем вас. Вы не знаете нас. Даже ваши специалисты, по там чеченоведы какие-нибудь, кавказоведы, они даже не представляют, кто мы такие, когда они о чем-то разговаривают, ваши специалисты, ваши эксперты. Я делаю вывод, что, смеюсь просто, да, мы все смеемся над вашими экспертами. А вы вообще нас не знаете. Вы нас вообще не знаете. А мы знаем вас. Поэтому мы знаем, как в 1994 году, когда началась первая русско-чеченская война, в новейшей истории, когда русские фашисты объявили нас частью своей фашистской страны, хотя никогда частью Российской Федерации мы не были. Мы вышли из Советского Союза, как это сделала Украина, Литва, Латвия, Казахстан, Грузия, и все остальные 15 республик. И мы, так как в советском законодательстве по решению Верховного Совета СССР, да, высшего органа, законодательного органа Советского Союза того времени, да и всего времени существования Советского Союза, мы, заметьте, в Советском Союзе автономные советские и союзные республики были уравнены в правах, и еще на тот момент Доку Завгаев, советский ставленник, коммунистический ставленник, он подписал, и мы стали союзной республикой, причем не входящей ни в РСФСР, ни в СССР. Не, в СССР мы входили, в РСФСР не входили. И когда проходили выборы Ельцина, или планировались пройти эти выборы, они писали телефонограмму, что вот давайте в Чечено-Ингушетии, была Чечено-Ингушская автономная советская социалистическая республика, а стала Чечено-Ингушская республика, без автономной, без советской, без социалистической. И Москва писала, что мы будем сейчас проводить выборы, там какие-то там свои действия, и нам нужно принять участие в них. И тогда председатель Чечено-Ингушской республики, КПСС, или как он там у них назывался, Доку Завгаев, отправил телефонограмму, что Чеченская республика не будет участвовать, так как не является частью РСФСР и не будет участвовать в политической жизни внутренней РСФСР. На тот период времени Джохар Дудаев служил еще где-то в советской армии. Так что мы вышли из Советского Союза. В 1991 году, когда уже у нас съезд ОКЧН, Общенациональный конгресс чеченского народа, там мы все собрались, там много у нас было интеллектуалов, много было патриотов, которые соблюли все юридические процедуры, соблюли как советское законодательство, так и международное право. И в 1991 году был избран председателем ОКЧН, Общенационального конгресса чеченского народа, Джохар Дудаев, советский бывший генерал. И этот советский бывший генерал затем на выборах победил и стал президентом Чеченской Республики. И первым его указом было то, что он подтверждает то, что до него предшествующий Завгаев установил. Первый приказ Джохара Дудаева был по подписанию о независимости, суверенитете чеченского государства. И в 1992 году, в марте 1992 года, Чеченская Республика приняла свою конституцию. На тот момент
Не было российской конституции. Если вы знаете, что конституция Российской Федерации принята в 93 году в конце, в декабре, 12 декабря. А мы приняли свою конституцию 12 марта 92 года. Тогда возникает вопрос, кто из нас вперед вообще образовался на 1,5 года позже, если Российская Федерация только свой документ основной приняла. Но это еще не все. И вот в этот документ, в который вписывали Шахрай и другие подонки, которых всех имена мы знаем, Дудаев их называл эти имена. У нас есть на каждого досье от Степашина, Шахрая, Сосковца и других мерзавцев, которые вроде бы, кажется, уже имена забыты. Нет. Те преступления, которые совершены против Чеченской Республики Ичкерия, не имеют срока давности. Это самые тяжкие преступления в международном праве. Так вот, в 1993 году фашистская Россия незаконно вписала в свою конституцию Чеченскую Республику Ичкерия. Хотя не спрашивали ни у россиян, ни у чеченцев. И не имели никакого, в соответствии с своими законами, не имели никакого основания вписывать нас в свою конституцию. И через год после того, как они вписали нас в свою конституцию незаконно, история знает только один пример, как незаконно чужие территории вписываются в новую свою конституцию. Это присоединение Саддамом Хусейном Кувейта. Кувейт был незаконно вписан как провинция Ирака. И чем это все закончилось, мы знаем, как повесили Саддама Хусейна. То же самое сделали русские фашисты. И через год, в 1994 году, весь этот год и до этого, до вписания нас в свою конституцию, были провокации, подрывы, был геноцид Ингушетии, ингушского народа в пригородном районе, когда убивали ингушей массово, только за то, что они ингуши. Это делалось для того, чтобы чеченцев втянуть в конфликт, как потом они сделали это, втягивая чеченцев в Дагестан, когда мы заступились за дагестанцев. И потом в 1994 году, 11 декабря, то есть на годовщину своей вот этой фашистской конституции, они открыто, как сейчас они открыто вторглись в Украину, точно так же вторглись в нашу Чечению, нашу Ичкерию. И мы показали, что стоит русская армия. Мы уничтожили, чеченская сторона уничтожила около 80, по некоторым данным 100 тысяч, а по некоторым данным 225 тысяч русских оккупантов. Грубо говоря, от 80 до 225 тысяч варьируется. Русские убили у нас 300 тысяч мирного населения, среди которых 42 тысячи детей. Наших бойцов где-то, может, 10-15 тысяч погибло, которые сражались. Вот и все. Вот и все, что из себя представляет российская армия. Вот, поэтому сейчас украинцам нужно давать пинков как можно сильнее. Украинцы самая сильная нация из славян. Украинцы лучшие из лучших воинов. Украинцы воины лучшие. Это еще доказано армией Советского Союза. Кто был сержантами на самые руководящие высокие посты, ни чеченцам, ни украинцам не давали, хотя у украинцев были намного лучше положения, чем у чеченцев. Но командный состав среднего звена, то есть рабочие лошадки, это были украинцы в советской армии. А сейчас это показывает, эти рабочие лошадки показывают, что их не зря советское руководство ставили тогда на командные должности. Потому что самый ответственный, да, генерал там где-то сидит, а всю ответственность, всю силу, все тяготы несут украинцы. И все чеченцы, я расскажу одну историю, все чеченцы, я был молодой, когда возвращались с армии, рассказывали, как всех строили.
как всех гоняли, там, ну, короче, ну, так и было на самом деле, все строили. И всегда истории, ну, не всегда, очень часто истории чеченцев, молодых пацанов, 20-летних, которые вернулись из армии, они рассказывали, все истории заканчивались одним. Но был один хохол, который не покорялся. Вот такая вот ситуация, да, господа. Поэтому эти украинцы переломают, хребет переломают вашей фашистской армии. Вот такие вот дела, друзья. Ну, давайте почитаем ваши комментарии. Нас немножко уже собралось здесь. Ночи битара, ночи унбичбуа, ночи ук. Скажите, пожалуйста, сколько мусульманских семей погубила Америка и НАТО? Вам, наверное, как русскому фашисту, надо думать о себе, а не думать об американцах. Америка – это величайшая цивилизация на сегодняшний день, которая до дрожи в коленах боится России. И вы, фашисты, так боитесь нас, чеченцев, и Америку, что подумали, что украинцы будут легкой прогулкой. Так вот, вам, фашистам, теперь чеченцы и американцы покажутся таким легким дуновением ветра. Так что не лезьте к Америке, Америку не трогайте. Тебя уже Рамзан Кадыров ищет. Рамзан Кадыров это ноль, понимаете? Это марионетка Путина и ублюдок, который продал свою родину. Это мы ищем Рамзана Кадырова. Мы будем привлекать и Рамзана Кадырова, и всех преступников, предавших свой дом, свою родину, а также русских фашистов, которые совершили массовые преступления на территории Чеченской Республики Ичкерия. Мы будем их искать. Мы будем привлекать их ответственности. И для этого уже все готово. Кто точит свои перья, чтобы отстаивать в судах? Кто точит свои кинжалы, чтобы исполнять приговор суда, приводить приговор суда в исполнение? Чечня и Россия сила. Конечно, Чечня сила. Ничего себе ты сказал. Конечно, сила. Если мы столько тысяч вас уложили, гоняли как сидоровых коз, вы отрывались на нашем мирном населении, как сейчас вы отрываетесь на мирном населении Украины. И сейчас вы прекрасно знаете, кто мы и что вы. Так, Чечня, казахи с вами. Казахстан, Алга, Казахстан, приветствую. Я не русский и не вам говорить, фашисты я или нет. Ты самый настоящий фашист, если ты за фашистскую Россию, за имперскую фашистскую Россию. И еще ничтожнее ты, чем сами русские фашисты, так как они тебя, если ты не русский, не считают даже за человека. А если ты кавказец, ты еще и манкурт, предатель своего Кавказа. Поэтому у тебя хуже положение, чем даже у русских фашистов. Опять же, я не считаю всех русских фашистами, всех империалистами. Для меня русский фашизм, империализм – это равнозначные понятия. И все, кто дает право Чеченской Республике Ичкерия жить свободно и независимо, эти люди являются для меня не фашистами. Шехек алдолчу, волчущий чурдов эрцедох. Вот мне тут пишет Румигабазрум какой-то. Говорит, у кого есть мозг, голова, ум, он из дома не выносит ссор. Ссор из избы типа не выносит. Так вот, он за то, что я на кадыровцев так сказал. Где ты был, когда кадыровцы убивали наших лучших из лучших парней? Когда приносили убитое тело нашего партизана, бросали к ногам отца,
снимали на камеру, где ты был, где твой мозг был. И говорили, мы эту собаку остановили отцу, бросали к отцу ногами, говорим, других своих держи в узде, или мы их тоже грохнем. Где вы были, когда они снимали штаны с молодого человека, который на Путина там и на Кадырова что-то сказал, и заставляли бегать по беговой дорожке? Где вы были? Нет, это не наш ссор. Кадыровцы не чеченцы. Все, кто поддерживает Россию, там есть и не только кадыровцы, есть противники Кадырова, которые за Россию. Я много расскажу украинцам внутреннюю кухню чеченцев, которая сейчас происходит, да, у нас в стране. И будет много чего интересного. И вы многое поймете. И ваша мозаика, которая, когда вам врут, да, вещи не складываются, мозаика не складывается. Так вот, у вас мозаика сложится, когда я вам это буду все рассказывать. Поэтому такая вот ситуация. Кроме Кадырова, есть еще другие люди, которые за Россию. И они не чеченцы. Они не граждане Чеченской Республики Ичкерия. И мы отказываемся от них. Более того, мы презираем их на позор на ваши 7 колен. Мы вас запечатлим благодаря сегодняшним технологиям, есть интернет. Мы вас запечатлим все, кто в инстаграмах, там вот так, Кадыров, Ахмад, Сила, Могила, вот этих людей всех, которые, мы вас всех запечатлим на всю историю. Вашим детям, внукам и правнукам будет стыдно, что вы работали на фашистскую Россию и предали свой народ. Так что не мне вам говорить, не выноси ссор из избы. Вы в нашей избе, вы не из нашей избы. Мы вас исключаем из нашей избы. Понимаете? У нас не изба вообще-то. У нас хорошие дома. Американцы, твои братья, американцы, не знаю, братья, что ты имеешь в виду или нет. Я уважаю Америку и считаю, что это величайшая страна, которая поставила и ставит на колени, и Советский Союз поставил, и ставит фашистскую Россию. И кроме них вы никого не боитесь, ну, кроме нас. Но нас вы боитесь, имея силу перед нами. Вы их боитесь, зная, что вы абсолютно слабы перед ними. Ну, теперь у нас есть еще одни братья. Это украинцы, которые у вас сейчас и хвост, и в гриву. Ребята, держитесь. Где ты работаешь? Я являюсь руководителем правозащитного центра Human Rights Center Ичкерия. Вот вы можете видеть название. Видите? Слава Украине, героям слава. Самое главное, украинцы, это дух. Духа вам не занимать. Вы показали вкус победы, вы познали. Главное еще теперь, главное не зазнаться. Это тоже большая, да? Есть такое выражение, пройти огонь, воду и медные трубы. Так вот, огонь, вода, это понятно. А медные трубы, это когда воины возвращались с походов, их города открывали ворота, выходили трубадуры, трубадуи и трубили. То есть восхваляли воинов, которые возвращаются. И люди, прошедшие огонь, воду, иногда не могли пройти медные трубы, то есть славу. И вам это грозит, украинцы, это слава. И я уверен, вы ее пройдете. Да, мула, достойно пройдете. И в этом тоже я вам буду подсказывать, потому что мы некоторые вещи не смогли пройти эту славу. К большому сожалению. Поэтому у вас есть не только мы в качестве друзей-помощников, но у вас есть еще огромный опыт во всем. Поэтому все будет отлично. Вы познали вкус победы, вы познали, что против вас воюет не вторая армия в мире какая-то, самая непобедимая. Нам, чеченцам, это всегда было смешно. Вторая армия, первая армия и так далее. Поэтому, ребята, короче говоря,
Все у вас отлично. Конечно, идет страшная война, конечно, я вот смеюсь, но это не смешно, и смех, и грех, как говорится. Очень страшная война идет, большие потери. Зеленский сегодня объявил, что 1300 украинцев уже погибло. А, Я, я скорблю вместе с вами. Очень, очень трудно. Это будут еще потери, будут еще трудное время. Но несмотря на это, вы выстоите, вы победите. Мы с вами, весь мир с вами. Помощь, которая оказывается вам, она не прекращается. Военная помощь, политическая, информационная. Ну, это невероятно. Мне очень жаль, что нам не оказали тогда эту помощь, и мы бы тогда бы поставили бы на место эту фашистскую Россию, и на этом поставили бы точку. Но что случилось, то случилось. Об этом сейчас переживать не стоит. Мирных жителей еще больше. Да, большому сожалению, первые люди больше всего страдают и гибнут на войне. Это мирные люди, это женщины, дети, старики, самая незащищенная часть, слабая часть, незащищенная часть общества, к большому сожалению. Мы потеряли 300 тысяч убитых наших из миллиона. 30% они убили. 42 тысячи, среди которых дети. Это страшные потери. Мы все скорбим, брат, вместе, украинцы, мы мусульмане с вами, пишет мне тут комментарий. Да, мы все должны поддерживать. На стороне Украины воюют люди, которые не могут рядом, наверное, как бы нам представляла пропаганда, что не могут рядом они находиться. Это наш батальон шейха Мансура, Джахара Дудаева, создается еще батальон. Евреи, ортодоксальные евреи, мусульмане, христиане, православные, католики, все религии. Вы представьте, как это? Вот это точно так же, как писалось в Коране, или, не знаю, по хадисам передавалось. Посланник Бога передавал это, мир ему, что объединятся все религии, все люди против зла. Это, наверное, вот это и есть это объединение, когда люди всех религий, всех национальностей на разных языках молятся по-разному. Богу один Бог, Он один. И я думаю, Украина просто обязана выстоять и победить. Просто обязана. Америка зло, это ее рук дело. Да, конечно, это Америка виновата в том, что ваши танки в 30 километрах от Киева. Конечно же. Это просто американские танки, просто они перекрасились, и переделали их под ваши Т-72 свои Абрамсы. И это американ, да, к большому сожалению. Вот такая вот ерунда. Так, хайнцахуак сен гейт сун хадис бу балби. Навалу это таин кузар хай хадис цане. Цахуак сен юц хайнцахуак. Так. Путин пришел на Украину, чтобы Америка снится. Да, это точно. Они то же самое говорили. Украинцы, вы теперь отлично видите, как все это происходит. Какие чеченцы террористы, какие чеченцы исламисты там, и так далее. Нет, мы были мусульманами. Вот ваши патриоты, достаточно просто быть за свое что-то, да, мусульмане за свою религию. На войне неверующих нет, как говорится. Украинцы, как патриоты, которые много лет сражаются против этой империи ордынской, они все стали нацистами, фашистами. Нацисты, у которых
президент избирает евреев. Просто посмотрите, насколько они уже заворались. Когда говорили про чеченцев, можно было представить. И многие за вот эти 20, сколько уже лет, 27 лет этой войны и этой пропаганды огромной, они много что нам рассказали, и уже в голове осталось. И ты 20 лет, например, верил, что там чеченцы террористы, фашисты, там убийцы и так далее. И через 20 лет тебе открывается какая-то истина. А представьте, 20 лет вас вот этим кормят. И Украина вся сидела просто на российском телевидении. И все это вралось просто безбожно. И те люди, которые выступали за чеченцев в Украине, они фактически были маргинализованы. И было так, что уже даже доказывать бессмысленно. Да, вот сейчас некоторые сюда заходят, которые поддерживают Путина, Россию и так далее. И несут бред просто. Да, есть тролли, наверное, платные и так далее, но есть ведь и зазомбированные люди. И мы им не докажем, да, мы им начинаем рассказывать, им нужно много-много этой информации, чтобы они пришли к тому, что, да, вот я сейчас слушал пленного там переговоры, точнее не пленного, а переговор со своей девушкой или с девушкой, или с парнем он кто-то там разговаривает и говорит, типа, нас здесь херачат, там, нам все здесь плохо и так далее, и так далее. И она или он ей отвечает, а я даже не знаю, кому верить, говорит, телевизор говорит это, а тут ты говоришь это. Он говорит, да все врет телевизор и так далее. Вот да, вот до него и до нее дойдет это. Она поймет, потому что источник информации, кто ей это сообщает, находится там, и она ему доверяет. А вот так людям очень сложно что-либо доказать, объяснить. Поэтому за эти 20 лет людям столько объяснили, украинцам, что чеченцы фашисты, там, так далее, так далее, и так далее, что очень трудно понять. Но вы теперь видите, у украинцев, вот если бы украинцы не были мудрой нацией, просто невероятно, как получилось. Вас обвиняют в нацизме. Представьте, если там оказался бы украинский патриот сейчас президентом, то все, что говорит пропаганда российская, оно ровно ложилось вот в эту канву. Понятно, да? Теперь же, и даже это у них рушится, потому что евреи выбрали, украинцы. Это, во-первых, делает, очередной раз подчеркиваю, что украинцы никакие не фашисты и не нацисты, что они очень толерантные, и в этом плане, наверное, одни из самых толерантных в Советском Союзе, и, наверное, может быть, не в Европе, но и в Европе тоже. И очень похожи, кстати, на нас в этом, чеченцы. Как бы нас не рисовала пропаганда, что мы какие-то там исламисты, террористы, при всем при этом мы такие же толерантные. Мы очень уважительно относимся ко всем нациям, ко всем религиям. И все, что делала пропаганда, это делалось там, раскручивалось. И из маргиналов каких-нибудь там психически нездоровых реально людей, из них делались какие-то исламские там радикалисты там и так далее, и так далее. Вот, вот такие вот вещи происходили. Так, займи свое место в огне, имам Бухари. Иди отсюда, вот со своими вот этими, знаете, есть такие, кстати, я украинцев еще раз предупреждаю, буду каждый раз предупреждать. Сейчас вот разные товарищи, которые под видом ичкерийцев или там подчеркнутых мусульман, которые носят бороду и постоянно подчеркивают везде, что они мусульмане. Я их называю подчеркнутые мусульмане. Вот эти люди внедрялись в наше сообщество и разлагали его, ичкерийское свободное сообщество. Им многое удалось это сделать. Сейчас же эти люди разлагали нас, теперь они переключились на украинцев. Очень будьте внимательны, украинцы. Чеченцы под видом там ярых ваххабитов, там каких-нибудь подчеркнутых мусульман, они начинают к вам сейчас подмазываться и так далее. Я в прошлом своем стриме рассказывал и каждый раз буду рассказывать. В 2019 году, 2 года назад, один ичкериец оказался со мной в машине.
такой заслуженный, как о нем он сам говорил о себе, и предлагал мне работать на российскую разведку, в частности на ГРУ, на военную разведку. И когда разговор зашел, а что нужно, что от меня требуется, он сказал, что нужно добывать информацию у украинцев. Я это украинцам всем сказал, нашим бойцам, которые там воюют, эту всю информацию передал у себя в стримах на своем канале, в Ютубе об этом много раз рассказывал, поэтому об этом это не секрет. И сейчас у них не было контактов, да, я с первых дней войны, русско-украинской войны, выступаю на стороне Украины и много имею друзей, знакомых в Украине. Поэтому в этом плане я им был нужен как... Я написал в полицию заявление здесь, в Германии, по этому поводу. И дело сейчас этим занимается полиция. Поэтому будьте очень начеку. Не верьте каждому чеченцу, который представляется. Вот такие вот вещи происходят. Поэтому будьте внимательны. Так, здесь слава России ниже Украины. Нет такой страны России. Все, Россия закончилась. Россия закончилась. Знаете, когда разваливался Советский Союз еще до вывода войск из Афганистана, уже Советский Союз не существовал. Мы просто, простые граждане, об этом не знали. И вот я вас поздравляю. России, Российская Федерация, нынешней Российской Федерации уже не существует. Понимаете? Так что вот такие вот дела, друзья. Россия была и будет, говорит. Россия была и да, и будет. В этом ты прав. Русские никуда не денутся, и они останутся. Но ее не будет в тех границах, в которых она сейчас есть. Друзья, я не буду сейчас отвечать на совместные стримы делать. Я вас поздравляю, на этом моменте закончилась Америка. Да, Америка, знаете, она на своем подъеме. И даже если вы посмеете, а вы не посмеете, потому что ваш нано-царек из бункера, это просто патологический трус. Он может только на слабых нападать, да, как он думает, слабых. Как, например, он думал, что Украина слабая или Чеченская республика Ичкерия. Но к американцам вы близко не подойдете, понимаете? Вы можете только из-под тишка что-то делать. Даже если вы нанесете ядерный удар, от России ничего не останется сразу же. Даже не вылетят ваши ракеты из шахт, будут уничтожены. Вы не посмеете, вы трусы против Америки. Понимаете? Там вы получите так, как мало не покажется. НАТО ваша не трус? Нет, я не думаю, что НАТО трус. Я считаю, что там есть проблемы, конечно же, но я не считаю, что НАТО трус. НАТО не трус. Это бюрократически очень сложный механизм, сложная такая большая организация, в которой решения принимаются коллегиально, и в этом плане это не путинская вот эта бандармия, которой Путин говорит, давай иди грабь. Они побежали грабить. Стоять, они все стоят. Ни закон, ни правила ведения войны, ни обычаи ведения войны. Это все не соблюдается. Так что вот такие вот дела. Тебе самому не смешно, что говорить? Что это говорит? Нет, мне не смешно. Почему? Я тебе абсолютно стопроцентные факты привожу. О чем мне должно быть смешно? Нет, абсолютно. Почему Америка отказалась от помощи Украины? Это российская пропаганда и наглая ложь. Америка не отказалась от помощи. Америка это самый лучший друг Украины. И это супер, что она вам помогает.
Америка поставит на колени, она уже поставила на колени экономику России, и при помощи наших, а украинцы это наши воины и американская экономика и мозги, надо признать, сейчас разведданные, планирование, много-много чего делается при помощи американцев. Но есть вещи, которые они не могут переступить. Не могут. И нужно требовать. Я не спорю абсолютно. Абсолютно я согласен с Александром Владимиром Александровичем. Нужно требовать, нужно упрекать, нужно некоторых подгонять, потому что Украина сражается за весь мир сегодня, и весь мир должен сражаться вместе с Украиной. И так и происходит. Добровольцы со всего мира потянулись в Украину. Англичане, американцы, чеченцы, французы, азербайджанцы, весь мир, грузины. Ну, просто я могу какую-то национальность просто не вспомнить. Потому что просто они есть все там. И все молятся. Понимаете, миллиарды людей на земле молятся за Украину. Бог это все слышит, видит и поможет. Конец фашистской России настает. Но помощь надо требовать, но надо это делать в корректной форме. Это тоже нужно делать. Аккуратно. Владимир Александрович это делает в корректной форме. И это должно быть именно вот такой корректной форме. Давайте отвечу человеку, но я ненадолго, нет, все уже, он отключился. Ненадолго я включу, потому что я не хочу все время вот такой диалог устраивать. Я хочу просто с вами пообщаться. Только города можете бомбить. Да, русские могут бомбить только города. Это фашисты. Ну, давайте отвечу. Hallo. Der hat 400 Leute drin. No, Hallo, Opert. Ey, Berek, guck mal, ob der 400 Leute drin hat. Was geht? Я вас не слышу. Вы говорите? Вы меня слышите? Can you speak? Я не слышу. Почему стреляют по мирным? Потому что это тактика фашистов. Фашисты это просто... Они, смотрите, первый план русских, я вам расскажу. То же самое было в Чеченской республике Ичкерия. План русских в Чеченской республике Ичкерия и сейчас в Украине был абсолютно до безобразия прост. Заезжают армады танков, все пугаются и все разбегаются. То есть взять на понт, на русский понт. Но с нами он не прокатил, и с нами в Украине он тоже не прокатил, как выяснилось. И придется теперь просто заваливать трупами. И вначале был приказ относиться к мирному населению нормально, чтобы это мирное население не настроить против себя. Но так как война затянулась, и украинцы не разбежались по какому-то странному, почему не разбежались, да? Ведь русские разбежались, и это абсолютная правда. Если бы туда заехало столько же танков, как сейчас заехало в Украину, украинских танков, в Москву, разбежались бы все. Вот 100% я вам гарантирую. Вот это нужно будет потом сделать. И когда уже не получилось, да, не разбежались, тогда начинается обычная русская тактика. Просто заваливать трупами мирных людей. И своими трупами, и мирных людей убивать. И вот сейчас бомба попала, 3 бомбы попало в роддом Мариуполе. И я вам клянусь, вот клянусь Аллахом, именно так они бомбили наши роддома. Они бомбят большое скопление людей, это делается, это вначале кажется, что это, ну как, это невозможно, люди так не могут себя вести. Абсолютно, вы теперь поймете, почему я их называю фашистами. Абсолютно именно так они действуют. Они у нас и в первую войну роддома бомбили. Помните, Басаев пошел в Буденновск и захватил самую большую больницу, когда у него были раненые. Отступая, он зашел в больницу со своими ранеными. И там и со всего города собрал людей и загнал в эту больницу. Это было единственное большое здание. Так вот, они говорили, что Басаев захватил роддом.
Вы знаете, что они наши роддома бомбили целенаправленно. Вы знаете, что они наши автовокзалы, мечети, рынки. Это скопление людей. Большое скопление людей. Это они туда бомбят. То же самое они делали в Сирии. И сейчас они то же самое делают, называя людей братьями в отношении Украины. И теперь русские, которые живут в Украине, они тоже должны задуматься, которые были, ну так, за русских, скажем так. Они тоже должны понять, вас не пожалеют. Нету у них, это все слова, что они за русских. У нашем Грозном проживало 80-90% русскоязычных. В первые столкновения больше всего погибло именно этих русских. Потому что мы своих женщин, детей, стариков вывозили, а русские, у них нет в деревнях, в аулах родственников. Они из Грозного были. Мы забирали русских родственников к своим, к себе туда, но у многих не было. Некоторые русские говорили, сейчас наши идут, мы не поедем никуда. Наши их убивали. Вот какая ситуация. И теперь они начинают массированно запугивать население. Массово убивают, роддома бомбят, будут расстреливать людей. Это такой акт устрашения. Выбить волю к сопротивлению, сломить волю к сопротивлению. Вот что они добиваются. Это военные преступники. Без чести, без совести, без каких-либо рамок человеческой морали. Это абсолютная правда, абсолютная, без преувеличения. Мы об этом давно говорим. Да, не все русские плохие, не все. Не все, но их очень мало нормальных русских. Ассаламу алейкум, ва алейкум ассалам, машой. По новостям видела Бахмач, украинцы останавливали БТРы, кидаясь под него. Я читаю правду не любят. Спасибо за правду. Не за что. Всегда, пожалуйста. Я буду каждый день в обед в 2 часа, сейчас у нас 3 часа в Германии, буду выходить в эфиры и каждый день буду стараться рассказывать вам и у себя здесь в ТикТоке, это мой новый канал, подписывайтесь, и у себя на канале Реалити в Ютубе тоже подписывайтесь туда. Этот канал запрещен в фашистской России, уже давно запрещен. Кстати говоря, прошу обратить внимание, все, кто не запрещен в России, это их люди. Запомните это. Ну, не 100%, да, если они говорят на политические темы там и что-нибудь против России, это чаще всего это их люди. Это должны вы точно понимать. Опять же, еще один тоже совет. Не рассчитывайте на то, что вам... Не рассчитывайте, что русские оппозиционеры что-то сделают. Я вот смотрю, наблюдаю над разными украинцами. Там Антон Геращенко там какой-то есть, потом Арестович есть, Алексей. Они там рассчитывают, что русские поднимутся. Не поднимутся русские. Когда в 99 году Путин их же взрывал в своих спящих домах, своих женщин, детей, Путин с Патрушев, они не поднялись. Они никто в этой России, они ноль. Они что-то из себя представляют, если поддерживают эту власть и любое преступление, которое оно совершает. Как только они его не поддерживают, они вообще ноль. А когда они поддерживают, эта власть их для чего-то использует. И все. Никакого толка от русских не будет. Поддерживать нужно национальные республики, которые находятся внутри России. На русских рассчитывать вообще не стоит. Поддерживайте башкир, поддерживайте татар, поддерживайте бурят, поддерживайте якутов, поддерживайте другие народы, заселяющие Россию. Конечно же, временно оккупированную Чеченскую республику Ичкерию Украине давно нужно признать. Давно признать наши паспорта, открыть наше представительство в Киеве.
и устроить нормальные цивилизованные отношения с нами. Это давным-давно нужно было делать, а не помогать убивать нас, России, как это на протяжении вот этих 27 лет делал весь пост, почти весь постсоветский. И Грузия выдавала наших бойцов, которых казнили, Саакашвили выдавал. И Украина выдавала. Украине сейчас даже выдали Тимура Тумгоева, не сейчас, сколько, 5 лет назад, 3 года назад, вызвав с фронта, а чеченских бойцов из батальона шейха Мансура внесли в санкционный список и разоружили их полностью. Сейчас, правда, санкции сняли, и все, вооружили, и все обратно сделали. Но это делалось кем-то, кто прорусский, для того, чтобы сломить дух украинцев. Понимаете? Вот для этой битвы, которую сейчас русские должны были загнать эти танки, украинцы должны были ахнуть и разбежаться. Вот для этого это делалось. Но ни чеченцы не уехали, даже когда к ним так подло отнеслись. Потому что мы знаем, что такое Россия, что внутри украинского общества есть агентура, так как и в нашем обществе она тоже присутствует. Вот эти вещи мы должны четко понимать и понимать, кто нам враг, а кто друг. Понимаете? Так. Это Порошенко делал. Порошенко выдал Тумгоева, при Порошенко выдали Тумгоева. При Зеленском несли санкционный список вот, всех бойцов из батальона, ну не всех там, 4 бойцов, главных там лиц, санкционный список. Ну все это закрылось, все, теперь ряды почистились, многие провокаторы сбежали, хотя уверен, они еще остались кое-какие. Ну посмотрим, посмотрим. Слава Украине! Все будет. Ичкерия, Господи, благослови Америку. Все отлично, друзья. Я лично из Украины и больше... Что ты молотишь? Я лично из Украины и больше видела. Что ты видела? Война все поставит на месте. Ты ичкериец? Да, я дудаевец. Я гражданин Чеченской Республики Ичкерия и полностью поддерживаю путь Джохара Дудаева. А у нас на кухне газ, а у вас? Так, прими запрос. Что за запрос? Ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам. Героям слава. Так. Давно ты... Так, ладно, ладно. За нами правда, Украина. Да, абсолютно так. Я с України, он все правильно говорит. Дуже дякую. Ты кадыровец застанный. Пошел ты к черту, кадыровец. Это ты кадыровец. Война на Украине, развал РФ. Ты бомба, брат. Дуже дякую. Гамсахурдия признал Ичкерию. Да, абсолютно так. Ряд Гамсахурдия признал, Грузия признала Ичкерию. Это так. Гостевой прими. Что значит гостевой прими? Я просто не умею пока еще пользоваться. Подождите, что здесь? Что-то у меня... Так, делайте... Так, добавляйте гостей. Гостей это значит, вы будете присутствовать в чате. Друзья, я пока не хочу ни с кем пока общаться. Я бы хотел бы читать комментарии и так отвечать. Аслан. Свободный Кавказ. По-моему, Свободный Кавказ это новая какая-то тема появилась, да? Или новые появились, не знаю. Критикуй Рубати, говорит. Ну ты настолько мужчина, что тебе нужно бабу критиковать, у которой раки уехала, сдалась русским оккупантам. Ты вообще понимаешь, что ты говоришь? Ты же вроде мужчина. Оставь Рубати, займись своим делом, с собой займись. Дудаев предупреждал украинцев. Дудаев весь мир предупреждал. Весь мир. Нам не верили. Думали, эти чеченцы такие хитрые и так далее. Так. Вот такие вот дела, друзья.
Так, на чеченском скажи. Что на чеченском тебе сказать? Согласись, русский красивый язык. Обычный язык. Что сказать на чеченском? Вы типа сомневаетесь, чеченцы или нет? Так, где мой паспорт? Ничего себе. В документах потерялся мой паспорт. Куда делся мой паспорт? Сейчас, одну минутку, друзья. Так, где мой паспорт? Ну ладно. Где-то он в документах здесь был. А, вот он. Вот так устроит. Ночью Аслан Арцуев, Тейпа Нашхо, выходит из Котер-Юрта. Еще вопросы, Бош? На русском. Так, русский, Иван, сдавайся, мы тебе гарантируем жизнь. Да. Разверни. Что тебе развернуть? Похож? Так, будешь жить как в 80-х годах без ничего. Да, Россия хана. Это катастрофа для России. Вы не представляете. Англосаксы за последние 100 лет не проигрывали ни одну войну. Никогда. И сейчас они целиком и полностью на стороне Украины. Полностью поддерживают. Просто по-всякому. И не только англосаксы. И все мы поддерживаем. У Путина есть понты. Одни из этих понтов это кадыровцы. А их также засылали в Украину. Ямадаевцев тогда посылали. Но это то же самое, в принципе. Ну, чеченцы и так далее, и так далее. И вот этим главное что на войне? Оружие хорошо, количество людей хорошо, все это необходимо. Но самое главное это дух. И нужно сломить дух, волю к сопротивлению нужно сломить, чтобы это все пропало. Как только солдат, человек начинает так думать, все, значит реально это все пропало. И они это прекрасно знают. Мы их так и победили, в принципе. У нас не было, у нас только гранатомет и автомат был. Все наше оружие. Полностью окружены. С территории Грузии взлетали самолеты, чтобы нас бомбить. Это единственная граница, которая не граничит с Россией. И мы полностью были в блокаде. Весь мир от нас отказался и так далее, и так далее, и так далее. И вот в этой ситуации мы их сломили духом. И нужно дух своего противника, русские это прекрасно знают, нужно сломить дух грузин, посылая ямадаевцев. Хотя ямадаевцы это не кадыровцы, это подрусские. Я их называю подрусскими. Эти подрусские, которые друг друга потом убивали. Да? Мы знаем, кадыровцы потом убили братьев Ямадаевых, там, двоих. Героев России. Герой России Кадыров убил героев России Сулима и Руслана Ямадаева. Ну, это я к чему? К тому, что им сейчас нужно в Украине сломить дух. И вот для этого используют вот этот фактор. Чеченцы и так далее. И мы, чеченцы, целиком и полностью, как нам завещал наш президент Джохар Дудаев, на стороне Украины. И солнце свободы зайдет со стороны Украины, так нам говорил Джохар Дудаев. И на сегодняшний день он ни разу не ошибся в своих прогнозах. Человек был очень осведомленный в российских внутренних, как генерал советской армии, внутренней вот этой кухни. И очень умный и образованный человек был. И как, видимо, Богом наделен он был вот этими всеми качествами. И поэтому мы верим, мы целиком на стороне Украины. И тот фактор, чеченский фактор, который должен был сломать дух украинцев,
он не в первую войну, первую имеется в виду в 14-м начатую русскими войну, в какой-то степени он даже удался. Но благодаря Исему Наеву, Муслиму Чеберлоевскому, которые поехали в Украину, удалось и тогда этот фактор сломить, и украинцы выстояли. А сейчас мы полностью все на стороне Украины, и этот фактор, он вообще не действует. Понты не прокатывают, а у Путина есть только понты. Как только российская армия вышла из телевизора и столкнулась в боевом порядке в столкновении с украинской армией, с украинскими ополченцами, опаля, и нету этих понтов и великой русской второй в мире армии, понимаете? Не нужно было выходить из телевизора, сидели в своем телеке, эй вы. Вот такие вот дела делал. Такие вот дела. Так, кто тут мне кто-то визжит? Берлин. Что это? Я к тебе иду, да? Что-то вы уже, я уже сколько вас зову, клянусь Аллахом, я оплачу билет до Гамбурга. Я проживаю в городе Гамбурге. Все знают, где я живу. Все. Я уже занесен 150 раз в этот расстрельный список Кадырова. На меня готовилось покушение. Много чего вещей есть. И несколько раз уже было на меня. Я вам билет до Гамбурга оплачу. Только в один конец, гарантирую. Приезжайте. Как мужчина у вас не хватает духа. Ну, приедьте, как попробуйте хотя бы, как мужчина приехать. Приедьте, давайте, я здесь. Я мечтаю просто увидеть вот этих героев, которые приезжают, мне здесь грозятся там, что-то мне там сделать там и так далее. Никогда вот до сих пор не доехали эти ублюдки. Приезжайте, но только в один конец, сразу предупреждаю. Потому что обратно я не за мой счет, а сюда за свой счет, пожалуйста. Езжай на Украину, если смелый. Я правозащитник. Я занимаюсь просвещением, помощью, правовой помощью, в том числе украинцам и чеченцам, всем и русским, всем. И я по природе своей пацифист. Но я за правду. И я должен говорить правду, понимаете? Я обязан ее говорить. Я должен предупреждать украинцев. Я должен разоблачать фашистов. Я должен называть их тем, кем они являются. Я должен, если я доживу до этого дня, а что-то мне подсказывает, что я доживу все-таки до этого дня, что в суде я буду обвинять Путина и Патрушева и других ублюдков в тех преступлениях, которые они согласили, которые они совершили. Аслан, пригласи меня в гости, я буду себя примерно вести. Не, гости не приглашаю. Аслан, пригласи. Так, слава Украине, героям слава. Героям слава. Так, слава Украине, героям слава. Прими запрос. Так, Россия, стадный эффект. Это украинский флаг на заднем фоне. Нет, на заднем фоне флаг Ичкерии. Флаг НАТО, в который мы вступим. И американские. Так. Ну что? Кто еще ко мне приедет? Давайте, приезжайте. В лицо так и не доеду. То есть под тишка может что-то сделать, а так... Так, спасибо. Я вот не знаю, что это значит. Цветочки мне дарят, там какие-то там эти смайлики интересные. Я не знаю, что это такое, но это приятно. Спасибо большое. Хоть не смеши, американ, я приеду. Муахид, я приеду. Не приедешь ты, не приедешь. Не приедешь. Не приедешь.
Ассаламу алейкум из Казахстана. Ва алейкум ассалам. О, мне мяч подарили. Дуже дякую за мячик. Баркал. По-чеченски спасибо. По-чеченски баркал. По-чеченски баркал. Так, они только в инете герои. Да, они инетные герои. Ты мусульманин или... Я мусульманин, но это никого не касается, кто я. Кем я являюсь, тем я являюсь. Так, это что мне подарили? Еще что-то подарили. То дуже дякую. Это не... Я без очков, поэтому я не очень хорошо вижу. Аслан пусть приезжает, мы его встретим. Да, баркал, баркал. Нет, я сам справлюсь. Спасибо вам, друзья. Приеду с миром, если что. Дуже дякую. Но у меня ситуация такая, что я пока ограничил, да, у меня круг своего общения. Пока мы находимся, как говорили в крестном отце, в таком положении на тюфяках, да, когда на войне, короче говоря. На войне. Ты душу продал, говорят. Нету таких денег, которые могут купить не то, что душу, даже мое слово. Нету таких денег, понимаешь, ты... Как ты так быстро подписчиков набрал, Асан? Я тут 5 дней мучаюсь. Я не знаю, у меня начали подписываться, и меня раз забанили на 10 дней. Я провел стрим, и начали вот эти ублюдки мне тут разные писать, что надо на него жаловаться. И после этого, как стрим закончился, опять что-то прислали. Спасибо, я не знаю, что это значит, что вы мне присылаете. Вы напишите мне, что это значит. И вот меня забанили на 10 дней, и вот после этого я вот вышел из бана позавчера, по-моему, меня разбанили ночью. И вот я вчера в первый раз опять после бана вышел в стрим. Я хочу очень с тобой поговорить. Ну так, я недолго с тобой буду говорить. Давай, как это сделать? Сейчас я посмотрю, как с тобой сделать. Так, заблокировать, сделать модератором. Нет, надо сейчас. Друзья, одну минутку. Вот этот, да? Совместная трансляция. Так, друзья. Я не знаю как. Ты можешь еще раз мне запрос писать, если ты так хочешь, я с тобой поговорю, но это 5 минут буквально я с тобой буду говорить. Очень правильные вещи говорить. Дуже дякую. Тебе нужно модератора поставить таких, чтобы удалять. Да, Мила, это или Мили потерялась. Мили. Америка помогает твоему народу. Да, Америка помогала моему народу. До сих пор есть Радио Свобода, да, знаете, Радио Свобода на чеченском языке, Радио Маршу называется. Как известно, чеченский язык благодаря фашистам оккупационным внесен в перечень исчезающих, ЮНЕСКО внесен в перечень исчезающих языков. Это такая цивилизация нам от этих фашистов. И благодаря американцам есть Радио Свобода на чеченском языке, и мне не нравится, как там работают журналисты, я с ними уже со всеми переругался, они меня все уже недолюбливают, но при всем при этом мне не нравится, как они не до конца говорят правду, не до конца работают там, и так далее, но это не вина американцев, американцы из своего бюджета платят и финансируют это радио Маршо, отделение Радио Свободы на чеченском языке. Ну, вот такая вот ситуация. Американцы нормальные парни, я очень их уважаю. Что не могу сказать о фашистах из России? Так, в Америке, наверное, борода нежелательна. Ну что ж ты, бороду? Надо бороду не внешне надо быть смелым, а внутри нужно быть смелым, понимаешь, сильным. Борода что? Борода у козла растет, и чего? Остается же козлом. А где русский и еврейский флаг?
Еврейский, может быть, стоило бы повесить, да, израильский. А вот фашистский флаг здесь никогда не будет. Ну, если только он будет как коврик для вытирания ног. Так, почему нельзя внутри и снаружи? Ну, зачем людей пугать? Зачем тебе? Ну, внешне, если ты делаешь, это же уже показушно, понимаешь? А большая часть вот этих подчеркнутых, они носят эти бороды только чтобы казаться таким. А реально в магазинах воруют. Здесь я тебе про Европу расскажу. В магазинах воруют, врут. Ну и разные чепуха, которые творится. Ну хотя бы тогда не позорь ислам. И мне стыдно, что мою религию подчеркнутые, воруя в магазине, даже, знаете, была фетва, знаете, еще очень большая такая обманка идет. Мусульманам, российским мусульманам, они пребывают под полным контролем, колпаком российских спецслужб. И если вот эти религиозные там разные чуваки разную пропаганду им вдалбливают, и приходит какая-то фетва. Фетва это такой указ, распоряжение какое-то, да, какой-то выносит какой-то там шейх и говорит, вот там это делать, например, сейчас есть такой один дагестанский, Сосетлинский там, по-моему, семейный имам, он был, убивали дагестанцев, кавказцев, чеченцев, он молчал, не светился, теперь он не стоит ехать воевать в Украину там и так далее, говорит. Теперь он вспомнил на стороне Украины не стоит ехать. И вот выходит эта фетва, и вот он говорит, ну вот там какой-то шейх сказал. Кто такой этот шейх? Какое он право имеет кому-то что-то указывать? Может он... Я задаю вопрос всегда. Где этот шейх находится? Какими деньгами он пользуется? Какой паспорт у этого шейха в кармане? И вот я тогда скажу, что это такое. Потому что очень много глупых людей, которые, как говорится, научи Богу молиться, он себе лоб расшибет. Они не понимают, что может сидит какой-то агент, и может быть он сидит на Лубянке, а не где-нибудь там в Египте, в тюрьме в Египте какой-то сидит. Так вот, я к чему это? Какая-то фетва пришла, что у кафиров, я их называю кефирами, у кефиров и других молочных продуктов можно, вот этот шейх прислал им фетву, в магазинах воровать вещи. Вы можете просто представить, до чего уже дошло? И что, вот, потом приходит фетва, на митинги чеченцам выходить нельзя. Об этом пишет Кавказ-центр, это кафирские штучки, выходить на это демократия. А демократия это народовластие, я им объясняю. Народ, то есть, нет, должен быть Коран и Сунна. Источник власти должен быть Коран и Сунна. Но в Коране и Сунне не сказано, кто у тебя должен быть президентом. Опять же, народ же должен его избрать. Или чеченцы никогда не были, никогда у чеченцев не было феодализма, монархии. И теперь нам нужен какой-нибудь шейх, имам, который будет вечно править. А потом своему сыну передаст эту власть. Извините, я чеченец. Мы свободные люди. Мы будем избирать того, кого мы посчитаем нужным, и снимать его тогда, когда посчитаем нужным. Если это ограничено законом, а у нас ограничено это 5 лет у нас президент избирается. Вот 5 лет побыл, до свидания. Не понравился? Следующего. И так далее. Так что вот такие вот разные бреды происходят, и мы должны с этим усиленно бороться. Будем бороться. Будем бороться. Против меня тоже очень усиленно борются. Я говорил, еще раз скажу, на территории фашистской России всячески меня запрещают. Против меня ведутся абсолютно подрывная деятельность. Пытаются дискредитировать, убить, запугать. Моих родственников дома пытают. Их против меня настраивают. Да, с некоторых людей из моих родственников. И, короче, вот такая работа ведется, но нам глубоко плевать, что будет
и как будет. Главное, мы наносим вред фашистской России и будем доносить его, пока живем на этой земле. Дал-мула, дал-мула. Ты неправильно говоришь про президента. Я все правильно сказал про президента. Оставь, добавь меня, не жадничай, мне надо высказаться. Нет, я не хочу сейчас ни с кем общаться. У Германии сундухал китер хоас жоп дюгарду хюгера динан и кулшил харцу. Аз динан и харцу тaqol хосагват жоп цадия. Хавул дир. قوس جامبورج يا جرمانيا هو حول دي سودينا انت هم قوشوات حجوات دي سجوات سجوات اقوشوات يزدي ده تر جواب دي دو ты молодец дюгар дуа жуап интернетные войны да хавул-то хавул. О, еще, смотрите, здесь очень много чертей, которые работают на русские спецслужбы, и они будут всячески вам дискредитировать меня. Их очень много, я их выявляю, я их обозначаю, я их прямо называю по именам. Но эти гниды никогда даже не смеют со мной в диалог выйти, не говоря уже встретиться и поговорить. Понимаете? Я их по именам всех называю, кого знаю. А так много вот этих... троллей, которые здесь пишут разные вещи. Так. Алло, я с тобой диалог хочу. Я пока не хочу диалог ни с кем вести, понимаешь? Давайте я на вопросы просто отвечаю. Просто я вчера говорил с человеком, и мне это не очень понравилось. Да? Я хочу высказаться. Это мой стрим, я вот высказываю свое мнение. Большинство здесь путлерские шестерки. Да, у русских очень много троллей, которым они платят. 500 чеченоговорящих в ТикТоке на зарплате сидят. От 25 до 50 тысяч рублей. Сейчас у них, правда, это уже зарплаты упали. И им нужно забивать вот информационное поле. Они не могут справиться с той правдой, которую мы произносим, которую мы рассказываем. Да? Показываем чеченцев с настоящей стороны, не с той пропагандистской стороны, которую русские навязывают обществу, миру, представляя чеченцев. И вот в этом плане много очень работает роли. Я смотрю, которые здесь сидят и, абсолютно видно бывает. Есть, конечно, и нормальные люди в этом, но по моей информации я получил 500 человек от 25 тысяч до 50 тысяч рублей получают за то, чтобы вести вот в ТикТоке вот эти свои блоги. И те блоги, которые раскрутятся, которые понравятся, на них будет больше делать ставки. Таким способом будет оказываться информационное влияние на ту или иную какую-нибудь ситуацию, которая возникает. Да, эти блогеры могут быть разных направлений, да, разных тем, и женщины, мужчины, там, кто-то про спорт, кто-то про машины, кто-то про туризм, там, еще что-то рассказывать. И в один прекрасный момент им закидывается информация, там нужно сказать там про Украину. Что украинцев воевать не надо, что Украину надо оставить, что они там нацисты и так далее. И вот эти все 500 человек, я условно говорю, будут вот эту линию прорабатывать. Это будет представляться, как будто это чеченская какая-то ситуация. И чеченцы, которые их смотрят, да, у них появляются свои какие-то подписчики, они смотрят за это. И чеченцы, и другие люди будут думать, что вот чеченское общество именно вот так и думает. Потому что одновременно вот все начали склоняться вот к такому направлению, да, к такому нарративу. И вот эти вещи, они очень, надо очень аккуратно подходить. Вот против меня ведется очень большая работа. Я опять об этом говорю. Но
большая работа против меня ведется. Да? И мой канал, на реалити мой канал, и сейчас второй мой канал, Human Rights Center Ичкерия называется, два моих уже канала, на территории фашистской России заблокирован. Более того, на этих каналах есть отдельные видео, которые тоже Роскомпозор тоже их запрещает. В основном это видео, связанные с историей государственности Чеченской Республики Ичкерия. В этом плане я проделал определенную работу, и эта работа очень не нравится Роскомпозору. И они всячески пытаются эту правду утаить, и чтобы мы как-то юридически не могли отстоять свою государственность. И нам представляем, знаете, что говорят? И если у тебя борода, ты говоришь через слово «иншаллах» и говоришь, что Кадыров мудак, вот это устраивает. Но если ты начинаешь говорить «Путин, Патрушев мудаки», что это преступники, что это убийцы, еще это разбирать по молекулам, раскладывать по фактам это все, как я это много раз делал. Или же становление чеченского государства, что вот Конституция тогда принята. Произошли те события, ссылкой на закон. Это все у меня на канале есть, на моем канале Reality YouTube. Вот тогда это не устраивает. Им нужен гражданский конфликт. Это, между прочим, то же самое, как сейчас Путин призывает Зеленского сесть за стол переговоров с лугандонцами. Это делается не просто так, это просто у них какой-то там завихрень какая-то в голове. Нет. Таким образом они избегают ответственности за те преступления, которые уже совершили. Если мы сейчас только на Кадырове сосредотачиваемся и говорим, что вот наш Кадыров враг, то убитые 300 тысяч наших граждан, 42 тысячи из которых дети, мы фактически им прощаем. Получается так. То же самое касается и Пушилина и Зеленского. Ну кто такой Пушилин? Это коллаборант, предатель. Это ноль без палочки. Зеленский это всенародно избранный президент, наблюдателями со всего мира и так далее, и так далее. То же самое нам предлагают. То же самое нам предлагают. Он сидит в правительстве и ФСБ. Так. Слава ДНР, ЛНР. Ага. Земля и путь, друзья. Аслан, ты тут надолго? Не знаю я, надолго или нет, киборг-терминатор. Не знаю, сейчас я посижу чуть-чуть, потом я хочу записать с Гарри Табахом интервью сегодня. Он сейчас в Украине. Ну вот. Посмотрим. Игноришь. Да не игнорю я, это ты вот настаиваешь. Я же сказал нет, но ты же можешь, ты же, наверное, знаешь слово нет, что такое. Я буду выходить в один из стримов, как-нибудь мы еще поговорим. Но сейчас я хочу просто пообщаться, поговорить, рассказать ситуацию, ответить на вопросы чеченцев, украинцев и других наших друзей. Ну и, конечно, я готов и фашистам тоже отвечать на их выпады. Так, друзья. Давайте я пока тоже поизучаю, как это работает, потому что очень неудобно, когда вы все на меня смотрите. Звездочка. Ну, давай, звездочка. Привет! Привет, привет. Неужели кто-то на русском разговаривает? Так, я тебя не слышу, звездочка, почему-то. Откуда ты? Подожди, мне, наверное, нужно отключить. Вернее, мне нужно наушники вставить, наверное, было. А сейчас, скажите, меня зрители слышат? Я вас слышу. Ага, сейчас я к зрителям обращаюсь. Скажите, вы слышите и ее, и меня? Да, слышно и меня. Так, да, здравствуйте, девушка. Здравствуйте. Откуда вы? Звездочка. Как вас зовут? Меня зовут Ася. А вас как зовут? Меня зовут Аслан.
Очень приятно, Аслан. Взаимно, взаимно. Так, А где слушаю вас. живете? Я Где живете? в Гамбурге, в Германии, Гамбург. А, вы в Германии живете? У меня друзья там живут в Германии. А вы где живете? Я живу в Индии. О, круто, круто. Мгм. Понятно. Так, слушаю вас. Вы Что по какому... снимаете в ТикТоке? Ну, просто общаюсь. А вы не слушали, что я говорил? Нет, Жаль. меня ж Ну не ладно. показывает. Как не пока? Ну вы же А как-то что ко вы мне там зашли. снимали? Ну ладно, все, давайте. Всего хорошего. У нас Да. здесь очень серьезный разговор. Так, Аслан, скажи ей, меня зовут Ибрашка. Йоу, скажи ей, Аслан. Ибрашка. Слушаем-ка, нет, ты не то нажал. Что я не то нажал? Что я не то нажал? Подстава. Ребята, хочу, чтобы знали, что я не чечен и не кадыровец. Ты о ком говоришь? Я, я не чеченец, и я не кадыровец, да? Ты это имеешь в виду? Ну ты смотри, блин. Почему комментарии закрыты к вашим видео? Не хотите слышать, что думают об этом люди? Не, почему? Просто я подумал, что очень много вот этих проплаченных троллей, которые пишут разные гадости, я убрал. Как говорится, в этом гостинице я начальник, бачундайн. Это батлы он выбрал, они не зрители. А, да? Что значит батлы? Я просто еще не разбираюсь в этом ТикТоке, друзья. Расскажите мне, пожалуйста, объясните мне, что да как. Не запускай мешков к себе. Ага, понял. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракат. Ассаламу нохчи ват жилет для лица харам. Максимус. Ва алейкум ассалам. Со нохчи ву. Sen la жилет ақарю, sen луак ақарю. Но беш қонақчуа. Мажуч тоуш дотим расом. Беш қонақчук. Так. Вы не тролли боитесь людей. Почему я боюсь их? Ничего я не боюсь. Если я боялся, я бы как ты сейчас анонимно сидел бы. Когда ты сбежал, расскажи. Пошел ты к черту, ты сбежал. Дайте я вот этого мудозвона уберу отсюда. А то он меня достал уже. Так, больше этого мудака нет. Обещал приехать, давай, я тебя жду. Асан, заступитесь, пожалуйста, за индейцев. У тебя все нормально, Матвиенко? У тебя все нормально? Ни слова ответ. Да. Максимус. Ита Якуза. 95 регион. Айн Вую. Приветствие, брат, ночи от грузина. Камарджоба Генацуале. Приветствую тебя, грузин. Ассаламу алейкум, братья. На связи, иншаллах, мусульман. Ва алейкум ассалам. Так, примите, пожалуйста, какая разница между убийцами мусульман? Абу Удей от Туркмани. Чего вам Америка дала? Я уже рассказывал, перемотайте мой этот стрим, послушайте, я уже рассказывал, что дала, что даст. Главное, знаете, она в хвост и в гриву Россию. И это уже для меня достаточно. Салам, Мирака. Аслан, мы на одной волне. Посмотри видео на моем канале. Так, Аслан, от Америку. Делдямо загуацо. Ассаламу алейкум, ночи, брат. Ва алейкум ассалам. Россия вперед, Вадим пишет. Причем вперед пишет с буквой Т на конце. Вадим, ну выучи русский язык свой, родной русский язык. Или ты хотел... Хана России, понимаете? Все, Россия закончилась. Да, это может продлиться 20 лет. Да,
Но это значит лишь то, что Россия будет хуже, хуже и хуже скатываться. Все, нету больше России. Закончилась Россия. Я вам открываю тайну, которую вы, может, через год узнаете, через 10 лет узнаете, может, через месяц. Но больше нет такого образования, как Российская Федерация. Поздравляю вас всех. Я благодарю Господа Бога, что Он мне дал дожить до дня, когда я увидел это. Я знал, что это произойдет. 8 лет назад, когда началась война против Украины, я выехал, я работал в Москве адвокатом, оставил работу, все, я приехал сюда, в Германию, потому что мои родители здесь давным-давно жили, и начал всячески помогать Украине бороться, да, в правовом плане. Я юрист, я правозащитник, поэтому мое оружие это авторучка, ну или клавиатура. Я вот тогда знал, что это закончится. Но сегодня я вижу, как это закончится. Теперь я уже вижу, как это закончится. И я благодарю Господа Бога, что Он дал мне дожить. И я очень надеюсь, что я буду на стороне обвинения обвинять русских фашистов, убивших 300 тысяч чеченцев, среди которых 42 тысячи детей. И русских фашистов, их прихвостней, которые продались, которые, не прочитав ни одной книги, посчитали, что вот они теперь вершители судеб. На этой земле есть, эту землю создал Бог. И Бог покарает всех. Дал мула и в этой жизни тоже. Дал мула. Дал мула. Поэтому все будет Ичкерия, слава Украине, Господи, благослови Америку. Так. Почему не откроют зеленый коридор для Украины? Не знаю. Это все к русским фашистам. Россияне, не падайте духом, у вас Московия. Да, абсолютно я согласен. Россия будет соблюдать международное право, когда в ясный день со стен Кремля будет видна граница России. В противном случае они не будут соблюдать. И русские очень долго кричали, что их Запад хочет развалить, их там Запад убивает, угнетает и так далее. Так вот, это была абсолютно, как и всегда, абсолютная неправда. Запад спасал Россию, кормил ее, помогал ей деньгами, ножками Буша, окорочками всякими разными и так далее. Понимаете? Теперь нет. Теперь, знаете, как пьяный бич где-нибудь там в сельской дискотеке напьется и домогается до всех. Дай мне в рожу, дай мне в рожу. Вот теперь в рожу по полной получит Россия. Все, закончились игры. Закончилось. И теперь русские, то у кого хватит ума, уедут, потому что сейчас будет мобилизация, будут зачистки вокруг Путина, вот как Сталин в свое время зачищал, он их будет зачищать. Всех, кто против войны в Украине, будут выполнять его приказы, их всех будут ликвидировать. Зачищать, сажать, убивать, там, травить и так далее, и так далее. Потом это все перейдет массово на русских, потому что когда русские проголодаются, они-то еще обмануты и думают, что Путин их человек. Да, Путин же как русский националист, там, патриот, русский дух, там, русский армию поднимает. Ну, это он так им рассказывает. Ворует, грабит этих всех русских и рассказывает, как он их любит и защищает. И вот сейчас, когда русские начнут подниматься, он их начнет массово репрессировать, массово расстреливать. Понимаете? Вот такие вот вещи ждут Россию. Так, давайте почитаем, что вы мне тут говорите. Молодец, ты первый переобуваешься. Аслан, сделай меня модером. ОМГ ведь босс. Пока я вас не знаю, друзья, поэтому пока не знаю, никого я не буду делать. На меня уже давным-давно идет охота российских фашистских спецслужб, поэтому я пока не могу всем доверять. Извините, пожалуйста. Я всегда считал это таким неуважением, ну это в нормальном
обществе считается неуважением, не доверять людям. Но вот я вынужден находиться в таком положении, когда я должен очень аккуратно подходить. Потому что люди, которые назывались ичкерийцами, люди, которые назывались мусульманами, подчеркнутыми мусульманами, эти люди оказались абсолютно прорусскими людьми. И я к своим 40 годам был потрясен просто этими вещами. Но век живи, век учись. Поэтому не вас дело, я абсолютно никого не хочу обидеть, просто я рассказываю ситуацию, в которой я столкнулся, когда приехал сюда и активно включился со своими знаниями, со своим желанием помочь ичкерийцам, которые здесь ни рыбой, ни мясом некоторые пребывали в состоянии таком, украинцам, всяческие митинги, акции и так далее. А потом выяснилось, что не все так безоблачно. Но мы разобрались, у нас все нормально, поэтому все будет Ичкерия. Так. Доброго вечера, мы с Украины. Миш, привет. Так, что им и чем ты им помог? Много чем. Хвастать сейчас не будем. Молодец, земляк, все правильно говоришь. Дуже дякую. Украина сила. Да, Украина сила, Ахмад Кадыров могила. Ура, ура, ура. Доброе утро, мы из фашистской России. Так, ты мне надоел. Ну, свали тогда, если я тебе надоел. Чего ты сидишь? Так, вы чеченец? Да, Мусатаев, я чеченец. Аслан, говорил, ваши 100 тысяч душераздирающих меня знает Россия, Европа, Денис Бой, заблокированный АК. Аслан, говорил вещи, 100 тысяч раздирающие, и меня знает Россия, Европа. Так, своє мнение ерду ас долж, что Россия почал, рила политика, резва, цунбох, даться. Выйду замуж за ичкерийца. Бруталино. Отлично, Бруталино. Почему у тебя там американский флаг? Да уже говорил много раз. Ты не чеченец, а самозванец. Я потомственный, в тысячном колене, да, чеченец. Камарджоба ночик. Агимарджос, бруда. Спартак. Альхамдулилlah, я тоже чеченка. Украина сила. Да, Медина, абсолютно с тобой согласен. Украина величайшая страна. Величайшая. Люблю, уважаю. Пропаганда, приезжай сюда, страшно. Я даже не знаю этого слова, что такое страх. Это, к большому сожалению, я не знаю этого слова. Аслан, у меня к тебе много вопросов. Не хочешь мне ответить? Не, пока нет, давайте потом. Как я выйду замуж за Аслана? А я выйду замуж за Аслана. Поздравляю, повезло, наверное, Аслану. Ты, как и Рубати, предашь Ичкерию. Абдул Халим. Саг ватсо. Саг. Рубати яйца ватсо. Хайн милуца, хайн войшо, саган цекушаво. Хайн саг ватсо олета. Ах милухо. А предатель, аш хвадалечан. Хо ватска это аш предатель. Хо ватста. Сам эравал эйс дештек дешвал, что хо дешво. Нахьоцум, шуй нахьоцумш. Нахириоцумш. Ночи бадик цени дикий бубош. Иовер عينيرسا دقوا غاشن يوخلهم شخلا وينوقع أمويت أنا ميريو نوچي تيتس أنيريو نوچي شيء Россия и дадойтер душу. Ну, это тролли, ладно, уберем тогда тролли. Так, иншаллах. Клянусь, как хорошо тебя видеть без бороды. Давай на русском, давай на русском. Приезжай на защиту Украины. Я защищаю Украину в данный момент в том числе. Я сделал намного больше, что сделала Украина для меня.
не будем сейчас об этом говорить, конечно. И еще сделаю больше. Я сделаю все для Украины, что я сделаю для Ичкерии, для своей страны. Клянусь Аллахом, буду верен ей до конца своей жизни. Иншаллах. До тех пор, пока Ичкерия и Украина не будут воевать. Это, да, никогда не произойдет. Никогда. Эркис и шакал, бердуй, а то сейчас нисба ломанкант. Ломанкант. Нисба модератор. Вот пока, ну я подключу своего модератора. У меня есть на YouTube канале, их нужно сюда заманить. Я просто сейчас только начинаю сейчас это все осознавать. Салам алейкум. Гамбургер дух буй бог белнах. Им царасум бог белаш дух бубат. Дал قل وإلسان دال قل ينتي عيو. Слава Украине. Украина точно не нападет. Я знаю, Украина не нападет, и мы не нападем. Мы никогда не вели завоевательные войны, Украина не вела. Я это поэтому и говорю, что навеки вечные мы братья, и никогда я не буду против Украины. За Кадыров. Цан Кадыровец ватсун чо и хуттуш. Хо Кадыровец ватсбош. Ца Кадыровец вархун чо тихуч. Хо Кадыровец ватсбош. И это пишет за Кадырова, да? За Кадырова пишет, что за меня заступался Ца Кадыровец вар, что какой-то Кадыровец заступался за меня и говорил, что я не Кадыровец. Я не понял, конечно, всей вот этой вашей сложной схемы. Короче, я вам расскажу, вот те, кто меня не знает, в Ютубе меня уже много кто знает, они очень сильно пытались меня свести к тому, чтобы я говорил только лишь на Кадырова. И здесь разные блогеры есть, засланные, которые начали все время говорить про Кадырова. Но я им сказал, не говорите все время про Кадырова. Ведь не Кадыров убил 300 тысяч наших людей, а Россия убила. И начал объяснять им, да, доходчиво. И вместо того, чтобы со мной как-то а я-то думаю, это, ну, тогда я не знал, что это агентура засланная. Потом я получал информацию, что это агенты. И меня начали всячески вот эти все ФСБшники, все вот эти ГРУшники на меня разную бочку хотеть. То я на ФСБ работаю, то я на Кадырова работаю. И вот начали. Но при этом никто ко мне, у меня много друзей, у меня мои друзья в Украине есть, здесь в Европе. И начали всячески пытаться меня дискредитировать. И это будет продолжаться, я это знаю. И вот они сейчас говорят, что я должен, что я про-кадыровски. Вот они такие вещи говорят. Ну, ублюдки. Хоч вацу. Улазу, умцаму. А твоих родных почему не трогают кадыровцы? Франкфурт, ты наглый лжец. Трогают моих кадыровцев. Но ты до того подал, что тебе нужно, чтобы их пытали, да? Трогают моих братьев, моих родственников трогают, пытают, возбуждают уголовные дела. Я об этом говорил, писал заявление, здесь в Германии писал за то, что похитили родственников. Конечно, похищают, пытают и заставляют их работать против меня, чтобы они сообщали информацию про меня, чтобы можно было меня как-то убить. Но моих родственников трогают. А вот почему твоих не трогают? Вот ты мне объясни. Почему тебя не видно и не слышно? А? Почему ты спрятался где-то и в ложь, которую тебе кто-то рассказал, ее сейчас, то есть публично выкладываешь ее? Хотя все знают, что моих родственников забирали, пытают. Я здесь писал заявление сразу же. И сразу же Министерство иностранных дел
Германии вызвала человека из посольства Германии и сообщили, что моих родственников похитили. Ты даже не представляешь, какое давление и пресс оказывается на меня, на моих родственников там в Чеченской республике Ичкерия. Вы даже не представляете, что вы говорите. Вы слушаете разных КГБшных пропагандистов и вот эту ложь вещаете. Бедные вы люди, мне очень жаль вас. Мне очень вас жаль. Так, я перемотаю, друзья. Потому что они лизуны, потому что они лизуны, поэтому не трогают. Так, как вы относитесь к Кадырову? Вы хотели бы вернуть Дудаева? Дудаева вернуть невозможно. Кадыров преступник, предатель своей родины. И он не один такой. Вопрос он. За Кадырова, what's Кадыров? За Кадырова, мау я здесь. Хайникелш, what's there? За Кадырова, Кадыров, за Кадырова, мухирвар. Яхтар йитишун, и хетта идите, да, КГБшник, ючил, умш халалюч. Вот вы вообще. Был ли ответ от Зеленского, чтобы забрать тела убитых мусульманских братьев? Был ответ, и не только от Зеленского не было непосредственно, но сразу поступила информация, что тела кадыровцев находятся в морге Беларуси. Очень много похорон прошло в Чеченской республике, об этом тоже много сообщалось. Был ответ, да. Ах, и Кадыровчин, хунт и хют, хун хут цахкетсу, и хун, ах, и Кадыровч, хунт и хун хют цахкетсу. Сун Кадыровч, ты цахут, и цадала. Шоладала, ты вече, астаря, я умая. Но есть такая вещь, смотрите, я буду по-русски говорить, так как нас смотрят не только чеченцы. Амад Суртунт Ватина. Мича Ватина. Это не мне. Это не мне, извиняюсь. Так, смотрите. Ладно, давайте я не буду сейчас говорить, но это отдельная тема, которую нужно будет потом рассказать, что там я там за кадыровцы. Есть люди, есть вот агенты российских спецслужб, как Абдурахманов, братья Абдурахманов, которые засланы сюда под видом религиозных там таких братьев-мусульман. И их раскручивают сами кадыровцы, их Шевченко раскручивает. И вот эти люди всячески распространяют, что я являюсь там за Кадырова. Вот вся работа, которая ведется, это агенты российских спецслужб распространяют. И многие полезные идиоты им в этом помогают. Так, давайте дальше. Так. Не поддерживаем, мы от американцев не страдали, от России страдали. Так. Ну что, давайте. Туамбала Европ, Тюллер Элхитон. Туамбала Европ, Тюллер Элхитон. Что такое албо? Я не знаю, где мои олени. Разве у вас пишут кириллицей? Да, к сожалению, русские фашисты изменили. Мы писали, и арабской вязью у нас была письменность. У нас была своя письменность. Она была чем-то похожа на грузинскую письменность, которая сейчас есть у грузин. И, такие иероглифы, или как-то это по-другому называется. Потом у нас была арабская вязь, потом у нас была латиница, потом снова арабская вязь. И русские нам вот навязали свою кириллицу.
Разве вот так, давайте читаем. Война когда закончится? Война в Украине вы имеете в виду? Война, это может она продлится еще. Я просто не знаю, мне вот люди просят и заходят, и не знаю, о чем с ними говорить даже. Капец, они изменили страну Ичкерию. Слава Украине, героям слава. Что думаешь о взрыве в Ираке? Ну, я вначале говорил, я пока не знаю ничего. Очень много убитых кадыровцев. Да, много убито. Украина победит. Обязательно. Обязательно. Аслан, вы знаете Рубати? Ахмедик. Ахмедик. Это ты маленький? Или почему тебе Ахмедик? Да, я знал Рубати, она сейчас уехала и перешла на сторону русских фашистов. Да, и что? Украина понад все. Она жила в Берлине, бывала на все митинги, я ей доверял, как и многие. Но вот получилось то, что получилось. А почему она так сделала? Я не знаю. Армедик или кто ты сейчас? Мистер Махматов. Зачем вы обсуждаете? Вам что, поговорить больше не о чем, кроме как Рубата? Дай Бог, чтобы все наладилось. Сколько погибло людей и детей. Илези, Цакар, Хума, Децер, Асад, PUBG-M. Asad, سگو دو قمیال دیتونا دیشتگ بلیزی عقی تعقی برسگی دو قمیال دیتونا دیشتگ. Кстати, за Кадырова. Делдям осагуацо за Кадырова. Az лично осагуац бог за Кадырова. Гуй никек. Осагуац бог. Вони все гарно горят. Правда, что Кадырова армия самая мощная в России. Но по идее, да, по идее считалась вот эта банда головорезов считалась самой мощной. Ну, насколько она мощная, украинцы показали. Но она самая мощная. Представьте, что там остальное у них. В интервью Гордону Пугачев рассказал, как Путин устроил взрывы и в Чечне вторую войну начал. Хотят они, не хотят они этого. В любом случае чеченский вопрос будет поднят, и мы свою независимость получим. И Пугачев для меня, как и Гордон, абсолютно не авторитеты. Это два очень скользких чувака. Да? Рубати тебе могла ножом в спину. Даял кучур шнырь кадыровский. За Кадырова не креатор ауса голари. Шнырь кадыровский, вали отсюда. Ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам. Ну, как бы много людей доверились. Ну, и в чем тогда моя вина? Что я тоже, как много людей доверились, моя в этом вина. Как можно после этого за Россию воевать? Так, Аслан, тут писать неудобно, я бы по-братски с тобой хотел пообщаться. Да, много хотел бы со мной пообщаться, дружище. Пока я не могу. Байрактар показал им, кто мощнее. Да. Здравствуйте. Джахар Сила. Да, ассаламу алейкум, салам. Слава Украине, героям слава. Чеченцы не стреляют в спину. Так, говорят, почему-то русские боятся Джавелина и Байрактары. Так.
Вы в США? Нет, я в Германии. Кто по национальности? Чеченец. Нет, я в Германии, не в Америке. Джахар, сила Ичкерия победит и за кадырку придут. Далмула. Далмула. Турция, новая партия Байрактара поставит Украину. Аслан, почему не было той активности, когда Израиль бомбил палестинцев? Или ЮСА Сирию, Афганистане? А ты за себя отвечай, ты за себя отвечай. Кстати говоря, когда сейчас была, помните, месяц Рамадан, палестинские террористы обстреляли Израиль и убили 80-летнюю женщину, я тогда выступил за Израиль, конечно же. И палестинские террористы, которых поддерживают КГБшники, ФСБшники с советских времен, мне не друзья, для тех, кто еще не понял. Да, Проханов поддерживает палестинских террористов. Я не буду поддерживать тех, кто поддерживает, кого поддерживает Проханов и Россия. Россия фашистская страна. Палестинцы обучались, подготавливались как террористы русскими. И вот этот когнитивный диссонанс у некоторых чеченцев, что вот мусульмане там и так далее, и что вот, да, мне жалко простых палестинцев, которые страдают. Хамас, Хезболла, вот эти все террористы ублюдочные, их нужно гнать к чертовой матери. А Палестина за нас как-нибудь поддержала? Да, поддержала. Палестинцы приехали и сказали, их законно избранный палестинским народом, их кто там, Машаль, по-моему, был, приехал и Путину сказал, даже Путин к нему его себе не принял, по-моему, с ним тот Лавров, что ли, встречался, сказал, Чечня – это внутреннее дело России. Это поддержка была нам, Палестины, от братьев мусульман. Что будет, если начнется война между Россией и Европой? Не начнется война. Против НАТО русские не посмеют. Они с Украиной справиться не могут. О, это был сильный вопрос. Я тогда за тобой и активно следил, и мне вы тогда не понравились. Так. Слышишь, что Кадыров под Киевом тиктоки снимает? Да, кадыровцы, смотрите, какая ситуация была. Я вчера рассказывал, сейчас расскажу. Вперед, вчера, по-моему, у себя в Ютубе в стриме я это рассказывал. Вперед идут лугандонцы, которых уничтожают просто массово. Они должны были, как украинцы, заехать и сказать, вот смотрите, мы украинцы, мы тут гражданская война, тут этот Зеленский сбежал, и мы тут ДНР, ЛНР, мы тут освободили и так далее, и так далее. По идее, это мясо, которое послали вперед. Потом идет российская армия, потом идут за ними, идут кадыровцы. Кадыровцы – это каратели обычные. Они обучены на это. Они над чеченцами на Кавказе творили это все. Поэтому к чеченцам они не имеют никакого отношения. Это самые настоящие фашистские каратели, которых нужно как можно скорее отправить домой. Но есть и чеченцы, которые служат в вооруженных силах России. Это как срочники, так контрактники там, и так далее, и так далее. Поэтому кадыровцы, они по этой системе, они занимаются только карательными, вспомогательными вот этими. Поэтому у них потерь не так много, но где попадаются, нам говорят, там уничтожено. И похороны провели, и несколько сот уничтоженных, сотни их. Вот Адам Осмаев, командир батальона имени Джохара Дудаева, об этом говорит. Сотни их уничтожено, но потерь намного больше у российской. И не нужно выделять этих. Это российские военнослужащие. Привет из Гастомеля, мы тебя ждем. Гастомеле как раз вот этот З пишет. В Гастомеле как раз там принимали, в том числе и кадыровцы, так называемые кадыровцы, участие. Они должны были совершить нападение на аэропорт
запускать туда самолеты и оттуда уже напасть. Ну, такая спецоперация. И это были самые крутые. И их уже больше нет. Поэтому крутых больше нет. Вот как пишут, на концерте у Кобзона все крутые. Привет вам с Украины. Привет, Милана. Привет. Так. Подписывайтесь на мой канал, друзья. Подписывайтесь, ставьте лайки, распространяйте. Я просто не знаю, как это распространяется. Да, здесь как это распространяется. Привет из Донецка. Привет. Дудаев жив. И Марат Кавказ тоже террористическая организация, по твоему мнению? Имарат Кавказ признан террористической организацией, и два судебных решения австрийский суд уже принял по этому поводу, двое человек осуждены. Но я считаю, что это не совсем доказанный факт, что Имарат Кавказ является террористической организацией, хотя прецедент есть, и уже по европейскому законодательству люди за участие в этой организации получают реальные сроки. У меня с этим немножко не понимаю, на каком основании это все делается, хотя Дока Умаров говорил проводить террористические акты против мирного населения в России, и когда в 2012 году русские вышли на митинг, он приостановил вот эту активность против мирного населения. И этим фактически, если это правда, просто у меня нет достоверных сведений, что Док Умаров так говорил, потому что с учетом того, в каком состоянии, в каком положении находился Док Умаров, можно полагать, что это могла быть фальсификация. Поэтому не так все однозначно в этом вопросе. Так. Что скажете за Донецк? Что сказать за Донецк? Донецку надо возвращаться к себе в Украину, слать всех этих оккупантов к чертовой матери. Аса, окей, тогда в следующий раз ты меня добавишь, мир всем и смерть русизму. Говорит, кто это говорит? Киборг Терминатор. Что скажете за Донецк? Так, байки травишь, хорошо отрабатываем. Да, никто, к сожалению, не платит мне. Слава Ичкерии, слава Украине, героям слава. Героям слава. Так, что скажешь насчет того, что Имарат Кавказ присягнул исламскому государству? Чечен. Я скажу, что ты провокатор, чечен, во-первых, который сюда зашел, ты провокатор. И Имарат Кавказ – это организация, к которой я не имею никакого отношения. Исламское государство – это террористическая организация, которая признана таковым, от его имени совершались массовые убийства, запрещенные мусульманами, цивилизованным миром и так далее способами. Вот что я тебе скажу. А то, кто кому присягнул, что кому делал. Главное, фашистов оккупационного мочат, все отлично. Скажите, пожалуйста, в Эстонии работает? Не знаю, работает в Эстонии или нет. Чеченцы, мужчины будет правильно написать. Так, слава Украине, героям слава. Тела убитых забрали. Кадыровцев, я не знаю, всех забрали или нет, но определенную часть уже дома привезли и в Чечне хоронили. Это известный факт.
Ассаламу алейкум, ва алейкум ассалам. Аслан, депорты остановили. Но, в принципе, да, депорты не такие сильные, не остановили депорты, но знаете, какая проблема у нас? Мы не говорим ничего против России, мы не говорим ничего против Путина, Кадырова и хотим здесь получить убежище. На двух стульях хочется отсидеть. Причем поддерживающие Кадырова приезжают и получают позитив, а те, кто ничего не говорит или молчит тряпочку, они не получают. Мы не умеем защищать свои права. Это большая проблема. Вот я просвещаю, пытаюсь всячески доносить до этого, до людей. Правильно говоришь, братан. Так, друзья, наверное, надо заканчивать наш стрим. Россия своих не забирает. Аслан, Саид Мухаммадинен, Айша Тели Хиерион. أنبكا إبراهيم نكزات في برلين أشول سون أعملوا يتسا نوعا نكزات ولا حول آوية هوات Сосан ночи. Аслан, сделай прямые эфиры с гостями, как азербайджанцы. Так. Говорят, что так. Друзья, я заканчиваю тогда наш стрим. Мой вопрос так я сказал. Ну так, ача ее, сотик ашуатсо, киеватсо, ты хочешь цауатсо. Мой вопрос так и остался открытым. Что вам американский флаг дает? Много чего. Ичкерия, Силердеш, Вума, Бор, Сундер, Резинирес, Вик. Не знаю, быка Ису, не знаю. Все, друзья, на этом я сегодняшний стрим заканчиваю. Завтра в обед в это же время заходите, подписывайтесь, распространяйте информацию, распространяйте наши эфиры, наши видео. Нам максимально самое главное сейчас это информационное противостояние фашистской России. У них в этом плане очень налаженный механизм, и они лгут. Мы ограничены правдой, поэтому нам немножко сложнее будет, но мы обязательно выстоим. Да, Аллах. Все будет Ичкерия. Слава Украине. Давайте, друзья, всего самого хорошего. Пока. Ассаламу алейкум.